Уважаемые коллеги, добрый день. Мы очень рады вас приветствовать всех на деловой программе нашего фестиваля, пленарной ее части «Профориентация в диалоге настоящего и будущего». Сегодня здесь присутствует руководство Фонда гуманитарных проектов, Министерство просвещения Российской Федерации, представители Министерства образования и науки нашей республики, региональные исторические парки, гости нашего фестиваля и компании-работодатели и педагогическое сообщество нашей республики. Для жителей Республики Саха-Якутия 2022 год является знаменательным в связи с празднованием столетия создания образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Это крупное национальное и духовное событие, и поэтому наш фестиваль профессий, посвящен столетию образования нашей республики. В течение 5 дней 800 школьников пройдут профессиональные пробы, посетят исторический парк, посмотрят с учетом изменения профессий в Якутии в разрезе прошлого, настоящего и ознакомиться, какое будущее ждет нашу республику. Итак, мы начинаем работу пленарного заседания и разрешите представить сегодняшних спикеров. Есин Иван Владимирович, управляющий директор Фонда гуманитарных проектов. Дишковский Алексей Прокопьевич, заместитель генерального директора акционерной компании «Аурос». Кузнецов Кирилл Геннадьевич, он к нам присоединится позднее, исполнительный директор Центра тестирования и развития гуманитарной технологии, эксперт проекта «Билет будущего». Вот. Академик Иннокентий Афанасьевич, руководитель Департамента государственной политики в сфере науки, профессионального образования и целевой подготовки нашего Министерства образования и науки. Александрова Валерия Владимировна, заместитель директора по общим вопросам исторического парка «Россия. Моя история» в городе Санкт-Петербург. И Горбатова Екатерина Александровна, главный методист компании «Профил». Позвольте слово для приветствия предоставить Ивану Владимировичу. Добрый день, уважаемые коллеги. На кнопочку нажали, все работает. Огромная благодарность и республике за то, что фестиваль профессий был подготовлен в сравнительно короткие сроки. Мы сегодня увидели основные станции этого фестиваля, увидели профессиональные пробы, увидели партнеров. Что важно, к этой работе подключается не только среднее профессиональное образование республики, хотя это очень важно, и качество профессиональных проб в СПО это тоже очень важно, но и бизнес, те, кто формируют запрос на кадры. Если мы будем говорить в целом о проекте «Билет будущее», то он стартовал в 2018 году. Якутия была одним вообще из пионеров этого проекта. Сейчас фактически на ваших глазах те, кто помнит начало, видят, какой большой путь этот проект прошел. Мы начинали просто с формата профессиональных проб, когда дети приходили, участвовали в этих профессиональных пробах и дальше возвращались к себе. Это был очень важный прецедент, но носило такой, знаете, несистемный и немножечко спорадический характер. За эти 5 лет мы вместе с регионами выработали как раз вот эту систему. У нас каждый ребенок, который участвует в проекте, проходит 6 этапов профориентационной работы, которые с 6 по 11 класс несколько раз для него должны повториться, чтобы его профессиональное самоопределение состоялось. Что туда входит, и самое главное, что входит бесплатно, то есть современное государство предоставляет этот сервис безвозмездно в рамках нацпроекта. Туда входит полный комплект работы для педагога. И вот педагог сегодня, который нас приветствовал, и я знаю, что педагоги у нас
сегодня в зале. Я думаю, вы это видите, да, уровень материалов, которыми мы обеспечиваем педагогов с целью построения профориентационной работы в школах, он растет с каждым годом, и уровень экспертного сопровождения. Дальше это верифицированные диагностики. Мы взяли лучшие диагностики в стране. Это Центр тестирования при МГУ Ломоносова и компания Profil, которые обеспечивают для ребят понимание, к чему они склонны, и дают в форме рекомендаций выбор определенных профессий. И дальше это, конечно, профессиональные пробы. И здесь для нас принципиально важна работа нашего регионального оператора. В Якутии это ЦОП. Мы вчера были на некоторых региональных пробах. Мы очень довольны проведением, и форматом, и качеством, и содержанием. Знаем, что мы буквально 2 площадки успели посмотреть, площадок много. Вот это касание руками профессии, это тоже очень важный элемент нашей профориентационной работы. Человек услышал о рынке труда в рамках уроков, дальше прошел диагностику, дальше попробовал профессию руками, оценил, насколько это его, не его, и, соответственно, дальше самоопределился в выборе ступени образования и профиля. Но мы могли бы на этом успокоиться, но это не наш путь. Всего в Российской Федерации 6-7 миллионов, если считать по годам, школьников мы сейчас охватываем в рамках платформы www.info.ru только 1 миллион. Та же самая ситуация в республике. То есть мы охватываем профориентационной работой, несмотря на федеральный проект, только часть школьников. Нам предстоит в горизонте 2023-2024 года билет привести к так называемому профориентационному минимуму, когда мы профориентационной работой в школе за счет диагностик, за счет профпров охватим практически 100%. Якутия в данном случае для нас это партнер очень правильный, потому что есть Якутск, агломерация, где соответствующий сервис выстроить очень удобно. Есть колледжи, есть бизнес-партнеры, но есть и арктические регионы. Мы вчера об этом как раз с Владиславом говорили, где такой сервис нужно очень внимательно понять, как мы будем его предоставлять ребятам из арктических территорий. В этом смысле для нас взаимодействие с республикой это как раз пилот по подобного рода проблемам. У нас сейчас на них нет ответа, но мы понимаем, что 2023-2024 год мы должны выработать подход, когда профориентационная работа будет доходить не только до крупных городов, но и до отдаленных наших сел, деревень и так далее. Вот эта большая задача перед нами стоит. Для нас в этом смысле очень важна обратная связь и педагогов, и площадок, и регионального оператора, чтобы, еще раз, мы не сидели, не почивали на лаврах, несмотря на то, что фестиваль, мы видим, что удался, ребятам нравится, школьникам, но чтобы эту работу выстроили системно и закрыли, еще раз говорю, Министерство просвещения ставит именно такую задачу: 100% школьников в поколении 6-11 класса профориентационными мероприятиями. Это первый тезис. И второй тезис — огромная благодарность педагогам-навигаторам, которые участвуют в проекте, которые неравнодушно работают со своими школьниками. Низкий вам поклон. Мы стараемся сделать максимально удобную работу билета. В этой связи в этом году мы запустили сервис профориентационных уроков «Конструктор будущего». Для нас важна ваша обратная связь, и мы готовы развиваться вместе с вами и закрывать ваши, собственно, нужды в профориентационной работе, чтобы мы были ведущим сервисом, удобным, понятным для вас. Большое спасибо, коллеги. Да, спасибо, Иван Владимирович. Пользуясь случаем, конечно, хотим поблагодарить команду Фонда гуманитарных проектов за доверие. Во-первых, фестиваль профессий не в каждом регионе, конечно, проводится, да, и дополнительно охватить 800 человек профориентационной работой, школьников. Для нас, для нашей республики это очень важно. Сам проект «Билет в будущее» он продолжается, закончится 20 ноября. Он будет проводиться в 6 районах нашей республики.
И вчера вот мы тоже обговаривали моменты, как проводить профориентацию, как мы будем реализовывать проект «Билет в будущее» в тех районах, где вот у нас на севере, на Арктике, где и с интернетом проблемы, и как можно проводить профессиональный профиль. Над этим мы будем думать и надеюсь, что начнем реализацию в будущем. Хорошо, спасибо. Вот недавно у нас в республике прошел юбилейный съезд педагогической общественности. Он назывался «Образование и будущее». Да? Образование, открытое будущее. Да. И вот хотелось бы сейчас передать слово Иннокентию Афанасьевичу Оконечникову, руководителю департамента, как вот сейчас республика видит в будущем системную работу над профориентацией, как она проводится и как его планируете вести. Пожалуйста. Еще раз добрый день. Как уже говорил на открытии, профориентация у нас, в целом сейчас я расскажу, как у нас обстоят дела в данном направлении. Вот на слайдах будет видно, у нас очень много школ, порядка больше 600, и в каждой школе там профориентационная работа проводится очень по-разному, скажем так. Это и от географии зависит, и от педагогического состава, да. Но вначале просто расскажу, как у нас поставлена данная работа. Основным координатором данного направления является у нас Министерство образования и науки, и у нас две подведомственные организации. Это у нас юные якутяне, и с недавних пор создание Центра опережающей профессиональной подготовки. То есть у нас два основных учреждения, которые курируют данное направление и занимаются профориентационной работой. Так, и, конечно, на муниципальном уровне профориентация проводится специалистами муниципальных органов управления. И занимаются данной работой, начиная с начальных классов, некоторые из садиков, практически все. Но пока мы не можем, честно сами себе скажем, кто-то правильно, неправильно, туда, не туда. В целом у нас такие, ощущение такое, что работа на данном этапе идет в большей степени на ощупь, да? У кого-то возможности есть, у кого-то возможностей нету, поэтому стартовал новый проект, инициированный Центром опережающей профессиональной подготовки, профориентация, перезагрузка. На этот проект министерство возлагает большие надежды. В этом плане у нас систематически проводятся мероприятия и с профориентологами, система общего образования, система профессионального образования, да? Так, и в целом мы ждем новый формат, как будет у нас поставлена данная работа. А если говорить по цифрам, то за прошлый год у нас почти 12 тысяч различных мероприятий на муниципальном уровне проведено, с охватом где-то 100 тысяч обучающихся, открываются профильные классы, да, педагогические классы Алроса, классы Роснефти, классы Северо-Восточного университета. В лагерях работают профильные смены, плюс еще у нас агрошколы есть, агропрофилированные, да, в районах. И в целом все это должно способствовать правильному выбору будущей профессии. Но, как уже говорил, такого единой такой систематики пока у нас нету. И надеюсь, в рамках, в том числе этой панельной дискуссии, мы разработаем новые методы, да, когда ребятам будет уже проще и легче выбирать свою профессию. У нас, например, ежегодно после 9 класса выпускается где-то 12 700 ребят, после 11 класса 6 тысяч ребят. Контрольные цифры приема на базе вузов это где-то 6 тысяч, в средней профессиональной образовательной организации тоже чуть больше 6 тысяч мест, да, бюджетных.
из них вот на базе 9 классов где-то половина, 3000 мест. То есть сразу видно, из 12 тысяч выпускников 9 класса у нас имеют возможность поступить на СПО. Там 3000 это мало, да? Это четверть получается. И так, по этому показателю мы далеко во второй половине по России, да, там должен быть показатель 50%. Мы это видим, понимаем, да. То есть у нас недостаточно мест. И второе, этим летом мы плотно работали в приемной кампании. Там был создан штаб абитуриент, да, и видим, что в городе Якутске 11 колледжей, и там конкурс очень большой, вне зависимости от направления, там финансово-экономический колледж, там 12-13 мест. Этот человек на одно место претендует, медицинский колледж, педагогический колледж, и вне зависимости там после 9 класса, либо после 11, то есть если брать ребят, которые поступают после 9 класса, у них шансов очень мало, да, потому что поступают в основном те, у кого там средний балл аттестата 4,7, 4,9, почти круглые отличники. То есть ребята, у которых там хотя бы 1 тройка, 2 тройки, да, шансы поступить на желаемую профессию, желаемую специальность именно в Центральной Якутии очень мизерные получается. Поэтому в этом плане, в то же время у нас есть большие колледжи, которые располагаются не в городе Якутске, да, это большие города, такие как Мирный, Нерингре, Алдан, Хамдыга поселок, да, и там у нас в некоторых до сих пор идет набор, хотя там все условия созданы, и общежитие есть, и образовательные программы очень хорошие, и практика во время обучения организована очень такая вместе с работодателями, да, и, конечно же, там процент трудоустройства в этих колледжах очень высокий. Ребята, практически уже со студенческой скамьи работают на предприятии и далее трудоустраиваются. Вот. Основной показатель качества работы наших колледжей, мы видим, это как раз показатели, связанные с трудоустройством. Вот. Он у нас, как скажем, средний, в целом по России это где-то 60%. У нас очень много ребят идут, где-то 20% идут сразу после окончания профессиональных образовательных организаций на высшее учебное заведение. Хотя можно и более быстрый способ, да, никто же не запрещает, потом заочно или как-то, когда человек уже работает, можно получить тоже высшее образование для своей карьеры. Вот. Я считаю, что это не очень эффективное расходование своего времени и ресурсов государства, когда вот человек после 9 поступает в СПО, потом сразу поступает в ВУЗ. Он тратит 7,5 лет своей жизни на получение образования получается. Поэтому вот такие проблемы у нас есть, связанные с профориентацией наших молодых людей, поэтому надо работать, надо искать новые методы и подходы. Спасибо. Спасибо, Никита Афанасьевич. Открыто поделились проблемами, сказали, что системную работу надо налаживать. Да? Вот мы недавно в августе провели Дальневосточный форум профориентации перезагрузка, в том числе, где присутствовала Ирина Павловна, наш министр образования. Мы договорились, что сделаем концепцию развития единой системной работы по профориентации с включением всех организаций, которые проводят эту работу у нас в регионе. У нас на сегодняшний день есть 42 образовательные организации в системе среднего профессионального образования. И, конечно же, основной показатель их успеха – это трудоустройство выпускников. Насколько у них налажена связь с работодателем, насколько они хорошо работают и насколько работодатель заинтересован в качестве подготовки, заинтересован в их выпускниках. У нас вот сегодня присутствует спикер Алексей Прокопьевич, вице-президент компании «Алроса», нашей крупнейшей компании. Алексей Прокопьевич не понаслышке знает по профориентации, он бытность заместителем председателя правительства, курировал социальную политику у нас в регионе.
И очень много проектов, в том числе, было реализовано под его началом. Алексей Прокопьевич, пожалуйста, как работает компания по профориентации? Спасибо. Ну, я так понимаю, что, во-первых, в тех проблемах, которые присутствуют в системе профессиональной подготовки, профориентации, конечно, и моя вина присутствует, как бывшего руководителя зампреда правительства, отвечающего за это направление. Но здесь я понимаю, что если Иван Владимирович подключился к этой теме, это показатель того, что государство, во-первых, очень серьезно обеспокоено ситуацией. И во-вторых, я знаю, Иван Владимирович, надеюсь, что действительно системно будет решаться эта проблема. Давайте я просто расскажу на примере Мирнинского района и нашей компании, какими проблемами мы сталкиваемся. На текущий момент, вот на 1 октября, в Мирнинском районе официально зарегистрировано безработных 357 человек. Это вообще минимальный показатель за всю историю, наверное, ближайшую. 357 вакансий, официально зарегистрировано безработных, а у нас в компании, только в Валроса, в Мирнинском районе, примерно ежемесячно свободных вакансий около 1500. Реально, вот сегодня за счет трудовых ресурсов Мирнинского района мы свои задачи по развитию не решим. Это вот первое. Второе, у нас очень крупные проекты идут, вот Мир глубокий, восстановление рудника, но строительство рудника, собственно, на самой территории Мирного. Это на этапе строительства 1000 дополнительных рабочих мест, на этапе эксплуатации это примерно 800 рабочих мест. Высококвалифицированных специалистов будет необходимо. Кроме Мир глубокого, у нас очень много проектов, соответственно, у нас идет вот действительно рост, но мы понимаем, что трудовыми ресурсами Мирнинского района или Ленинского района мы не обеспечим себя и не решим эти задачи. Тогда каким путем мы должны идти? Да, пытаемся искать везде этих специалистов по всей стране, но надо отметить, что вот 50-летние, которые осознанно выбирали рабочие специальности в свое время и получили образование, они уходят на пенсию. Соответственно, приходит время детей 90-х. Детей, когда стал доступен интернет, так называемые фрилансеры появились, когда очень доступным стало высшее образование. Соответственно, мы в Якутске там одновременно филиалов там 20-30, наверное, всяких учреждений высшего образования в Якутске работали. И, соответственно, везде, не только в Валроса, но и во всех промышленных предприятиях сегодня не хватает квалифицированных рабочих рук именно рабочей специальности. Это проблема. Что мы должны делать? Вот мы ищем, не находим. А компания всегда ориентировалась на стационарную рабочую силу. Мы категорически против привлечения там на вахтовой основе, чтобы набирать где-то там, на какой-то там период перевести, чтобы они отрабатывали, обратно возвращались. Этот путь, конечно, такой самый-самый крайний, но вот как бы мы ни хотели, вот если вот все так вот останется, то реально вывод того, что даже в самом Мирном нам придется привозить людей на основе там вахтового набора. А это изменение, условно говоря, вот таких вещей, маршрутизации человека, жителей Мирного. В Мирном, допустим, многие, наверное, представляют, что вот они поступили на работу, работают до пенсии, выходят на пенсию, потом только переезжают, вот там, как говорят, на материк, там, Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодар и так далее. Как только вахта появляется, люди уже понимают, зачем я буду сидеть здесь, я буду лучше вахтовым методом, на той же работе буду работать, но жить в более лучших природно-климатических условиях. Поэтому вот у меня выступление называется среднеспециальные учебные заведения как регулятор рынка труда региона. Вот как раз этого у нас нет, коллеги. Сегодня, допустим, мы в 2018 году, по-моему, создавали сетевую систему, когда в Нюрбе 25 детей поступали в МСТК, и первый год они обучались в Нюрбе самому, второй год они уже переехали в Айхал, и уже практикоориентированная учеба там у них начиналась. Сейчас, если мы реально со стороны государства не поддерживаем среднеспециальные учебные заведения, это будут действительно реально серьезные угрозы, близкие в целом для экономики страны, там, демографии страны, мы это видим. Поэтому, наверное, надо вот идти
именно по пути поддержки как регулятора рынка труда. Вот сегодня есть указ главы республики о развитии Мирнинского района. Там речь идет о создании образовательно-промышленного кластера на основе Мининского регионального технического колледжа и филиала СУЛФУ в Мининском районе. О чем речь? У нас была идея объединить, допустим, несколько учебных заведений, особенно в тех территориях, где есть избыток рабочей силы. Ну, я предполагаю, что в Якутске все-таки есть определенный избыток рабочей силы. И взаимодействие с МРТК, допустим, дети могли бы здесь первый год учиться в Якутске, второй год уже они могли бы переехать в Мирный и там уже свою учебу продолжить на основе практикоориентированного принципов образования. Соответственно, для этого нам нужно построить новый кампус, МРТК Мирно, там учебно-лабораторный корпус, общежитие, чтобы, в принципе, должен быть такой мобильность трудовых ресурсов. Вот, что может нам обеспечить, это только на стадии образования, это, конечно, специальные образовательные учреждения. Вот на текущий момент, коллеги, вот по Мирному мы видим очень серьезные проблемы, и реально, когда-то, если не найдем работников, куда мы пойдем? Искать людей. Но даже мы сейчас на территории России вахтовых предприятий мы сформируем там в большом количестве. 2000 человек найти сразу, я сомневаюсь. В Средней Азии, там, и так далее, это тоже определенные вопросы вызывает. Поэтому, наверное, сейчас, со стороны государства, конечно, в первую очередь должна быть колоссальная поддержка специальным образовательным учреждениям. И, соответственно, они должны быть обязаны в такую систему, когда с регионов с избытком трудовых ресурсов они должны в рамках образовательного маршрута, образовательной маршрутизации, они должны переходить на рынки, где территории, где есть потребность в рабочей силе. И мы пытаемся сейчас создать, наши предложения озвучены были, посмотрим, мы хотели бы в ближайшее время на базе МРТК создать такую систему. Найти, попытаться решить, и тогда, может быть, в какой-то степени мы нивелируем те угрозы, которые у нас сегодня присутствуют. Спасибо. Спасибо, Алексей Прокопьевич. Дискуссия, Алексей Прокопьевич. Тема действительно такая животрепещущая. Я бы еще добавил, пока у нас нет ответа, но мы точно видим по стране, анализируя профориентационные практики, что еще идет, помимо демографической истории, о которой вы говорите, еще идет борьба между экономическими центрами в самой стране. И мы видим, например, что в Татарстане, как кейс особой экономической зоны Алабуга, там настолько большое промышленное развитие планируется в ближайшие 10 лет, что они уже сейчас начали пылесосить, условно, субъекты, которые находятся в Приволжском, Уральском и Центральном федеральном округе на предмет школьников, я подчеркиваю, то есть они начинают с школьной скамьи. Школьников, у которых есть склонность к определенному виду процессов, бережливого производства, математики, инженерной науки. И что они делают? Они, если ты пишешь испытания, они этого школьника берут в кампус, они обеспечивают ему стипендию, они его обучают той профессии, которая им нужна под эту задачу, и гарантированно трудоустраивают туда. И таких зон, Алабуга, наверное, самая известная и крупная, а таких зон будет по стране несколько. И в данном случае мы тоже говорим о том, что даже внутри страны у нас конкурируют различные кластеры. И это первый тезис. А второй тезис, что такое билет сейчас? Билет — это миллион ребят по всей стране, которые прошли различные диагностики. Мы в 2022 году будем подводить итоги. И там соотношение, если у нас профессиональный разговор, там соотношение так: из 100% ребят, которые прошли диагностики, 50 примерно, Кирилл поправит меня, те, у которых точно мы видим, что они к чему-то склонны, плюс-минус, и в этом смысле мы ребят, которые склонны к инженерным специальностям или к программированию и так далее, можем вести по определенным трекам. Мы хотим этот сервис регионам дать, начиная со следующего года. То есть, если человек зашел в билет, например, в Республике Саха, и у него есть индикатор по инженерным профессиям, в нашей идеальной картине мы хотим, чтобы субъект сказал: у тебя есть инженерные склонности, ты можешь реализоваться там.
Да. Но есть вторые 50%, которые вообще с выбором не определились. И с ними тоже надо работать. Мы их не можем потерять, потому что это важные 50%, это там тоже есть ресурс, который можно развивать. Поэтому мы можем в следующем году, например, попытаться протестировать вот этот массив данных по республике, показать его региональному оператору, вам, как одному из крупнейших работодателей, и посмотреть, что, что мы с этими данными можем сделать, как мы этих ребят, которые склонны к профессиям, которые вам нужны, можем навигировать в вашу сторону. Надо еще отметить, что идет опережающий рост заработной платы именно работников, которые имеют среднеспециальное образование. И, соответственно, если мы анализируем, то фактически в компании с ноября мы трижды повышали заработную плату. Там в ноябре, 1 января, потом 1 июля. Потому что идет, вот сильно вы говорите, там, допустим, Норникель поднял на 20%, да, для многих рабочих специальностей. Мы сразу поднимаем на 23%. Ну, то есть, вот такая конкуренция идет, и, в принципе, перспектива для людей все равно, когда люди хотят там, получить какую-то профессию, они же видят себя, там, свое будущее, благосостояние, там, как они будут себя, семью кормить. И в данном случае именно зарплата работников с среднеспециальным образованием во многом будет опережающе расти, чем, допустим, для работников с высшим образованием. Это точно. В ближайшее время потребность такая. Рынок сам регулирует этими сигналами, и мы вот боремся за каждого работника сегодня. Спасибо, Алексей Прокопьевич. Сейчас вот хотелось бы обсудить методологическую основу проекта «Билет в будущее». «Билет в будущее» проект вообще уникальный. По-моему, в мире таких аналогов нет, когда школьник может бесплатно пройти профориентацию, бесплатно пройти профессиональные пробы, попробовать профессию руками и определиться со своим будущим. Так что давайте сейчас слово передадим Кириллу Геннадьевичу, исполнительный директор Центра тестирования и развития гуманитарной технологии, эксперт «Билет в будущее». Спасибо. Спасибо большое за такую очень интересную дискуссию, такие живые вопросы. Спасибо Алексею Прокопьевичу, что он нам напомнил, что профориентация – это не только про самоопределение в вакууме, когда все что угодно может быть, а самоопределение в достаточно конкретных условиях, где есть некоторые потребности общества. И работодатель заинтересован в людях, и я так понимаю, что не только в людях, которые были бы какими-то винтиками системы, которые бы еще и развивали компанию. Ну, вообще, я так полагаю, мы и многие самые согласные экономисты, я так понимаю, что и здесь все присутствующие, что главный капитал нашей страны – это люди, которые будут развивать и компании, и наше общество. И в этом смысле ценность, на мой взгляд, я, конечно, лицо, может, и заинтересованный в этом смысле, ценность системы профориентации невероятно высока. Я не знаю, наверное, многие здесь сейчас в зале, кто работает в профориентационном направлении. И если так, то вы, наверное, слышали, последние лет 20, и сейчас про это звучала эта тема, что система профориентация необходима в нашей стране, и что ее пока что не существует. На мой взгляд, то, что сейчас происходит в проекте «Билет в будущее», это очень серьезный шаг к тому, чтобы эта система появилась бы. И не просто появилась бы как такая система, которая отменит все остальные практики, потому что за последние десятилетия появилось очень много региональных моделей профориентации и школьных моделей профориентации, муниципальных моделей профориентации, которая смогла бы объединить и систематизировать этот опыт. Я могу даже презентацию переключать, да? Там, наверное, презентер есть. Спасибо. Давайте или не переключается. Здесь, наверное, так. Давайте сразу на следующий слайд. Мы когда разрабатывали какую-то концептуальную основу проекта «Билет в будущее»,
Мы туда постарались заложить некоторые основы, которые позволили бы посмотреть на этот проект «Билет в будущее» как действительно на развитие системы профориентации в стране. И каждый из этих принципов, который вы видите на экране, это не пустой звук, а это некоторое стремление, и наша ценность, как я считаю. Во-первых, это некоторая системность. Мы понимаем, что просто провести диагностику и там обсудить ее результаты — это неправильно. Просто провести пробу профессиональную и все тоже неправильно. К тому же мы знаем, что существует еще не только там то, что есть проекты, но еще и дополнительные какие-то мероприятия, которые реализуются в школах. Мы убеждены, что эта работа должна быть системной, и сочетание разных форм профориентации дадут необходимый эффект. Это принцип систематичности. Наверное, от этого многие люди, которые работают в профориентации, и вообще, когда этой системы не существовало, сейчас я все-таки убежден, что шаг по направлению к этому сделан. Когда сначала происходит что-то одно в этом году, в следующем году что-то другое, потом через 2 года все забыли, совершенно по-новому делаем. Проект «Билет в будущее» рассчитан на несколько лет вперед, и он сопровождает ученика с 6 по 11 класс, когда каждый год, исходя из возрастных особенностей и соответствующих профориентационных задач, даются и диагностики, и уроки, и все остальные методические разработки, которые довели бы к 9 или к 11 классу обучающегося к тому, чтобы помочь ему в принятии осознанного решения. Опять же, не в вакууме, а исходя из ситуации на рынке труда и прочее. Систематично. Дальше принцип доступности. Об этом сказал только что Иван Владимирович. И я добавлю к этому, что это не только касается небольших поселений, отдаленных территорий, но и ребят с ОВЗ, с разными нозологиями. Очень серьезный шаг, направление к этому сделан в этом году, еще больший шаг будет сделан в следующем году. Это очень большая серьезная задача, потому что только одни диагностики, профессиональные пробы, это надо адаптировать для каждой нозологии, это большая серьезная история, и это очень нужно, мы это понимаем. Потому что этих ребят нужно адаптировать. И принцип межведомственности, когда есть известная история в министерстве, в одном, есть одни мероприятия, в другом другие мероприятия, и в школе происходят и одни, и другие, и непонятно, как они стыкуются. Мы это все учитываем, стараемся, насколько это возможно, взаимодействовать для того, чтобы действовать в едином ключе и прийти к некоторым тем целям, которые заявлены. Вот все эти принципы, повторюсь, не пустой звук, это для нас стремление, для меня, я так понимаю, для всей команды проекта будущего, для того, чтобы проект «Билет в будущее», для того, чтобы действительно эффективно работать. Можно следующий слайд? Я сейчас уже буду заканчивать, я знаю, что я, по-моему, уже время свое выговорил. Мне буквально 2 минуты нужно, и я закончу. Еще раз хочу остановиться на том, что проект «Билет в будущее» — это проект, который старается объединить все те практики, которые существуют и в регионах, и на уровне школ, на разных уровнях, в некоторую единую систему. Те методические рекомендации и мероприятия, которые мы закладываем, они, исходя из этих задач реализуются. Все задачи вы здесь видите. Давайте следующий слайд. Даже подходим. Ниже, еще. Ага. Дальше мы понимаем, что здесь интересант не только ребенок. Здесь множество, как сейчас принято говорить, стейкхолдеров или заинтересованных лиц. Это и родители. Профориентация без родителей осуществляется невозможно полноценно. Родитель должен быть включен, и проект будущее предусматривает активное участие родителей. Здесь должны быть и работодатели. Мне очень приятно, что сейчас и здесь среди нас, среди спикеров есть, и в формате «Билет в будущее» есть партнерский формат, когда работодатель присутствует в профориентационных мероприятиях и через профессиональные пробы, и другими способами, когда школьник видит, опять же, не просто какую-то абстрактную картину, а вполне себе конкретную потребность. И для педагогов мы представляем ресурсы в понятной
в доступной форме для того, чтобы осуществлять эту работу. Вот здесь можно было бы перечислять, здесь множество стейкхолдеров, мы основных обозначили, ну и таким образом я хочу сказать, что это все то, что здесь есть в проекте, оно заложено в некоторую единую систему. Я больше не буду отнимать ваше время. Проект предоставляет ресурсы для педагогов, для работодателей, для семей, для детей, для родителей, для того, чтобы принять осознанное решение и быть счастливым в своей профессии и жизни. Спасибо. Спасибо. Ну, у Кирилла Геннадьевича сегодня еще после обеда есть время, он поработает с педагогами-навигаторами, расскажет про методологию, методологическую основу проекта «Билет в будущее». Ну и сегодня на нашем региональном телеканале он выступает в актуальном интервью, тоже смотрите, и он там тоже расскажет про реализацию проекта «Билет в будущее». Россия вообще наша страна очень разнообразна, сильна своими регионами, и в каждом регионе даже вот федеральные проекты, они реализовываются по-своему, есть свои фишки, есть какие-то особенности национальные даже. Вот, и у нас в республике при реализации билета в будущее есть свои особенности. Но вот мы сегодня хотели бы попросить наших гостей, у нас сегодня присутствуют гости из Санкт-Петербурга, рассказать про опыт реализации проекта «Билет в будущее». Слово я передаю Валерии Владимировне, заместителю директора по общим вопросам исторического парка «Россия. Моя история» в городе Санкт-Петербург. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Да, я представляю исторический парк из Санкт-Петербурга и сейчас расскажу о ключевых таких ярких мероприятиях, которые проходили в рамках проекта «Билет в будущее» на нашей площадке. Это не моя презентация. Периодически буду подглядывать в листочек, чтобы не забыть. Но пока готовится презентация, пока она открывается, хочу сказать, что музейно-выставочный центр активно сотрудничает с образовательными учреждениями Санкт-Петербурга, и на протяжении всех лет своего существования, в декабре нам также исполняется 5 лет, на протяжении всего этого времени у нас проводились самые различные мероприятия, которые так или иначе связаны со сферой образования и профориентации в том числе. Причем мероприятия, которые были нацелены и направлены не только на учащуюся молодежь, но и на преподавателей, на педагогов и учителей. И в самые разные годы проходили и образовательные форумы, профориентационные, но стоит сказать, что ни один из них не сравнится по своему охвату, по идейности, структурированности. Ни один из этих профориентационных форумов не смог бы сравниться с проектом «Билет в будущее» и мультимедийной выставкой «Лаборатория будущее». Пожалуйста, включите презентацию, потому что там фотографии. Хочу, чтобы вы на них все посмотрели. БББ в СПБ называется так презентация. Ну, хорошо, ладно, тогда... Что касается фестиваля профессий, «Билет в будущее», да, сегодня в Якутском парке он был открыт. У нас такой фестиваль прошел в прошлом году, осенью 2021 года. Очень такое масштабное, яркое событие. Санкт-Петербург был выбран регионом, в котором, ну вот, пробным регионом, да, на площадке которого прошел и проводился этот фестиваль. На нашей площадке была развернута такая огромная Где же презентация? На площадке исторического парка были развернуты тематические площадки, их было 4. Умный город, социальный город, открытый город и город комфортный. И каждая зона, да, также была поделена еще на
несколько таких вот тематических подзон, где школьники могли пройти профпробы, послушать экспертов и попробовать себя в той или иной профессии, то есть наглядно. И на этой площадке встретились самые главные участники этого мероприятия, школьники 6-11 классов, но и также эксперты, работодатели в том числе. Да, можно начать показ. Нельзя. Да, параллельно также, конечно же, открылась и выставка «Мультимедийная лаборатория будущего». Организованные группы школьников проходили этот мультимедийный квест, узнавали для себя какие-то новые профессии. Более 300 профессий они могли узнать, посетив эту выставку, и затем переходили уже на профессиональные пробы по социальному предпринимательству и пробы региональных наших представителей. Не будет презентации, ну ладно. За 1,5 месяца фестиваля нас посетили более 25 тысяч школьников, и более 5 тысяч как раз-таки прошли вот эту вот выставку «Лаборатория будущего» и участвовали в региональных пробах. Также этот фестиваль активно посещали и высокопоставленные гости. Это и министр просвещения, и вице-губернатор нашего города, директор фонда гуманитарных проектов Есин Иван Владимирович в том числе. И, конечно же, давали свою оценку, общались и с участниками этих мероприятий. Давайте посмотрим. Вот такая застроечка была, как я и сказала, 4 тематические зоны. Ежедневно, конечно, был просто артунг. К нам там каждые полчаса буквально приезжали новые группы, организованные группы школьников, и активно участвовали во всех этих мероприятиях, проводимых на нашей площадке. Да, по окончании фестиваля уже в декабре, в период с 6 по 8 декабря, состоялась... Не работает кликер? Работает. Состоялась стратегическая сессия по развитию проекта «Билет в будущее» для региональных операторов и педагогов, навигаторов, которые приняли участие более 120 человек из 85 регионов Российской Федерации. Также параллельно прошел в рамках этой стратегической сессии проектный модуль «Моя профориентационная инициатива» для как раз-таки педагогов-навигаторов по всей России. В нем приняли участие школьные учителя, которые активно помогали школьникам участвовать во всех этих профориентационных мероприятиях. В пленарной части данной стратегической сессии принял участие, повторюсь, Сергей Сергеевич Кравчук, это министр просвещения. Кравцов Сергей Сергеевич. Прошу прощения, Кравцов. Кравцов, который также высоко оценил весь этот фестиваль, повторюсь, пообщался с школьниками. Все было очень здорово, масштабно и интересно. Что касается нынешнего года, 1 октября у нас вновь стартовал уже не фестиваль профессий, но также проект «Билет в будущее». Активно также принимаем школьников нашего города, участвуют. И, что самое интересное, в этом году добавилась еще одна сфера, профессиональное аграрное направление в лаборатории будущего. Но перед этим, хочу это тоже показать, 30 сентября у нас прошла премьера сериала «Билет в будущее». На ней присутствовало очень много человек, участников будущих, в количестве 300 человек.
очень масштабно, красиво и ярко. За прошлый год именно лабораторию будущего посетили, повторюсь, более 5000 человек. В этом году даже перевыполним план. Это вот наши тьюторы, наши прекрасные экскурсоводы, которые помогают ребятам проходить этот квест и проводят социальные пробы. Отзывы самые разные, в большей степени положительные. Сейчас мы здесь до них с вами дойдем. Также отличие нынешнего года, да, по проведению профессиональных проб, они проходят прямо в контексте выставки. И вот они, отзывы школьников, можете их прочитать, с ними ознакомиться. Нравится и школьникам, нравится в том числе и учителям. И мы, естественно, очень рады быть частью этого большого проекта и надеемся на его разрастание, развитие и дальнейшее участие. Спасибо. Спасибо, Валерия Владимировна, за... извините за презентацию, конечно, с презентацией не получилось, но питерские презентации сложно открываются. Но хорошо, что мы все это увидели. Сейчас я прежде чем слово передать Екатерине Александровне, это заключительное наше выступление, да, каждый третий выпускник, согласно исследованиям, анализу, каждый третий выпускник высшего или среднего профессионального образовательного учреждения уходит из своей профессии, по которой он обучился, в первые 3 года работы из-за поспешного выбора карьеры, который ученики делают еще перед выпуском из школы. Компания Profilum подростков. И Екатерина Александровна сейчас расскажет про свой взгляд на профессиональное самоопределение. Пожалуйста. Добрый день. Я действительно представляю компанию Profilum. Profilum занимается профориентацией подростков с 2015 года. Если можно, тоже запустить слайды уже. Причем занимается именно профориентацией, то есть не подготовкой к поступлению в вузы, не подготовкой к ЕГЭ, а исключительно этим важным делом. И понятно, что за это время подходы к профориентации изменились, появилось множество разных интересных проектов, в том числе и «Билет в будущее». И это действительно показывает, что есть много запросов и от родителей, и от детей, и от самих школьников на профориентацию. Но если мы зададим вопрос, насколько современные школьники, 11-классники готовы к осознанному выбору профессии, то здесь не все так просто. Давайте посмотрим на данные. Вот есть, например, такие цифры. 90% 11-классников выбирают профессии, исходя из своих желаний, предпочтений и так далее. Как вы думаете, это хорошо или плохо? Поднимите, пожалуйста, руку, кто думает, что это хорошо. И это действительно очень хорошо, но если мы смотрим на другие данные, то возникают вопросы. Например, 34% школьников выбирают специальность под влиянием родителей или каких-то других взрослых. А вы знаете, что это может быть и мягкое влияние, и какая-то настоятельная рекомендация, а это больше трети школьников. И только где-то четверть школьников обращается за дополнительной информацией о будущих профессиях, о вузах к другим источникам, к интернету и к другим ресурсам. То есть получается, что есть такой эмоциональный перекос, перекос в сторону эмоционального, а не рационального принятия решения. И, конечно, можно другой слайд? Конечно, школьников можно понять, потому что все очень быстро меняется, тенденции меняются очень быстро. Мы можем на примере 10 лет увидеть, что за 10 лет, с одной стороны, снижается интерес к высшему образованию, с другой стороны, появляется интерес к личным качествам человека, таким как стрессоустойчивость или коммуникабельность. Как подросткам к этому подготовиться, как это предугадать?
Но если мы смотрим не только на конкретные тенденции, но и на более широко, в разрезе 3-4 лет, то оказывается, что не только тенденция меняется и сама парадигма профессионального развития. И если в 20 веке достаточно было один раз определить, кем быть, выбрать специализацию и быть счастливым человеком в своей профессии, то сейчас этого недостаточно. И все идет в сторону междисциплинарности, междисциплинарных знаний, умений и развития определенных личных качеств. И получается, что если раньше было достаточно отдельных мероприятий по профориентации, которые позволили бы старшекласснику определиться, то сейчас это не решит всех задач и проблем. И школьника нужно научить самостоятельно заниматься своим образованием, своей образовательной стратегией. То есть мы уже говорим о карьерной грамотности, как о навыке, который необходимо сформировать педагогам и взрослым вообще. Что такое карьерная грамотность? Карьерная грамотность должна включать в себе знания, например, знания рынка труда и образования, знания собственных особенностей, но кроме того и понимание разных сложных процессов, например, как выбирать профессию, правила выбора, или как можно управлять собственной карьерой, понимание того, что карьера — это не только переход от подчиненного положения к начальству. То есть мы говорим уже о том, что карьерная грамотность — это умение применять эти навыки в жизни, в той реальной ситуации, в которой оказываются дети. Не абстрактные, а совершенно конкретные школьники. И можно другой слайд. Да, карьерную грамотность можно формировать по-разному, на разных уровнях. Базовый уровень — это профориентационные уроки, дополнительные мероприятия, обязательная диагностика с ее разбором. На основном уровне карьерная грамотность формируется проектом «Билет в будущее», где добавляются профориентационные пробы, и вы видите, что это уже не абстрактное будущее, а вполне существующая реальность, которая переводит профориентацию на совершенно другой уровень. Если мы продолжаем эту логику развития профориентации, то следующий уровень должен быть продвинутым уровнем, который, с одной стороны, поддерживает системность и систематичность, уже заявленную коллегами в проекте «Билет в будущее». С другой стороны, здесь очень важно подключать и региональных партнеров. Сейчас расскажу, почему. Можно другой слайд. Сама концепция курса состоит из двух больших частей. При выборе профессии нужно опираться, с одной стороны, на себя, на свои способности, интересы, ценности. Здесь есть трудности, но, как вы помните по слайду с процентами, 90% школьников, в принципе, и так это делают. По крайней мере, понимают значимость опоры на себя. А вот с тем, чтобы знать что-то о мире и принимать осознанные решения, есть проблемы. Поэтому в рамках курса необходимо учить школьников тому, что такое рынок труда, как выбирать образование, какие есть профессии, как построить карьеру. И здесь я как раз подчеркну, что очень важно взаимодействие с региональными операторами, с региональными партнерами, потому что если мы говорим о карьерной грамотности, наряду с финансовой грамотностью, читательской грамотностью, то есть и карьерной грамотности как части функциональной грамотности, нам важно, чтобы это не были только абстрактные знания. Нам недостаточно, чтобы школьники понимали про образование вообще. Нам нужно, чтобы они понимали про образование в своем регионе. Это как раз возможно решить проблему того, что они идут сначала в СПО, а потом все-таки получают высшее образование. То есть если предоставить всю необходимую информацию, помочь выстроить карьеру, построить индивидуальную траекторию, возможно, эта индивидуальная траектория будет более целесообразна. И понятно, что со школьниками разных возрастов нужно говорить о карьерной грамотности по-разному, потому что в 8 классе подростки только начинают интересоваться этой темой всерьез. И здесь нужно вводить общие понятия, что такое карьера,
что такое отрасли, какие они бывают и так далее. Проводить первые попытки построить образовательную траекторию. А в 9 классе ситуация совершенно другая, потому что уже все школьники поставлены перед выбором, куда идти дальше, что выбирать. И этот выбор уже достаточно жесткий. Здесь нужно уже говорить четко и о рынке труда, в том числе о рынке труда, который есть в регионе, и, конечно же, уже прицельно строить образовательную траекторию или несколько, например, 3 варианта образовательной траектории, чтобы ученик сам мог выбрать, какой вариант ему больше подходит. И эта образовательная траектория должна быть очень конкретной, с конкретными вузами или учреждениями среднего специального образования. И можно следующий слайд. И понятно, что работа над формированием карьерной грамотности, если мы говорим именно о навыке, не может быть быстрой, не может быть очень простой, но, к счастью, есть и наработки методические, материалы для учителей, и понимание системы, как ее нужно выстраивать. И самое главное, есть нормативная база, можете посмотреть документы, на которые можно опираться. И все это позволяет говорить, что формирование карьерной грамотности очень реалистичная задача. Остается только брать дело в свои руки и работать. Спасибо за внимание. Спасибо. Коллеги, на этом мы завершаем пленарное совещание. Спасибо всем спикерам за содержательные выступления. Но прежде чем закончить, мы хотели бы проанонсировать большой конкурс, который сегодня вот на пленарном заседании мы даем старт. Как я уже говорил, в августе мы проводили республиканский образовательный нетворкинг проект «Профориентация. Перезагрузка», потому что мы понимаем, что профориентация – это не только мероприятия, не только массовые мероприятия. Профориентацию на местах делают люди, наши кадры, педагогические кадры, профориентологи. И сейчас вот благодаря этому образовательному форуму у нас есть сообщество людей, которые проводят профориентацию на местах, более 200 человек. И форум является первым этапом проекта гранта главы Республики Саха-Якутия. Наш глава поддержал этот проект. И сегодня мы запускаем республиканский конкурс «Я профориентолог». Проектная идея направлена на сбор лучших практик по профориентационной работе с целью разработки новых решений по комплексной работе над профориентацией. Так что бурными аплодисментами приветствую, во-первых, запуск этого проекта. Ну и благодарим всех спикеров, участников. И на этом завершаем наше пленарное заседание. Всем спасибо.